Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И начальник отдела научных публикаций архивного управления правительства Чеченской Республики Раиса Батаева. Человек, которого я безмерно уважаю. Историк. Маршал Раис. И сразу переходя к нашему разговору. Как мы все знаем, 23 февраля 1944 года чеченцы были подвергнуты насильственному переселению в Казахстан и Киргизию. Начнем вот так. По решению сталинско-берийского режима. Печально известная операция «Чечевица». Как все это происходило? И почему это происходило? Прошу. Вы знаете, вот мы сегодня в архивном управлении, почему-то, вот, готовясь к передаче, мы обсуждали, почему именно чечевица. Вот, название такое «чечевица». Вот мы даже думали, это не народная какая-то еда, не то, что мы сделали, собирали там, не наша жижигалныш или еще что-то. Потом документов нет, не было ни одного документа, характеризующего почему или что-то. Потом мы решили, что, видимо, вот чеченцы, вот с этим связано. Слово чеченцы, чтобы им удобно было. Ну, насмешка над народом. Мне кажется, это насмешка. Вот мы к этому пришли. Надо сказать, что до этого дня, еще в январе, в каждое село были вызваны войска. А мы знаем, 1944 год, это уже почти вся территория Советского Союза освобождена. Операция «Багратион» вот-вот уже произойдет, Беларусь освободится. Для чего нужно было снимать с фронта 100 тысяч военных человек, которые еще нужны, и ставить их высокогорные, во все села, города наши, ну, город Грозный тогда, вот эти военные части. Кстати, еще вот сегодня я как раз-таки читала, что некоторые дети, вот бегая, не могли понять, почему на окраине села стояли пулеметы, туда, куда можно было затащить артиллерия, почему так много наводнено во всех селах военных. Никто не мог понять. И где-то в кулуарах потихоньку говорили, что нас могут выслать, нас могут там... Ну, это все как-то... Разговоры были. Разговоры были, да. Вот даже моя бабушка говорила, что к ней приходил... Деда уже арестовали моего, он был работник милиции. Приходил человек и сказал: «Хамсат, если я тебе скажу, если ты скажешь, что я об этом говорил, меня убьют, расстреляют, подготовь, что у тебя есть, ну, какое богатство-то было». Вот, и те люди, кто работал, ну, близко к власти, тоже были такие разговоры, но говорить боялись. Подписка о неразглашении, конечно, стояла, когда Моклов меч висела, но что-то такое было, но народ не верил. Ведь население боеспособное, взрослое население, мужское, конечно, воевали с честью на всех фронтах. Имя Хампаши Нурадилова во всех газетах. «Орел Кавказа», «Орел Орлов» и так далее. Ведь сколько писали в газетах о Маташе Мазаеве, о братьях Ахтаевых. Очень много. Это люди, о которых при их жизни писали. Вот. И это все присылалось. Кириченко писал, Мамсуров писал. Очень много. Обком партии, на то время это самый высокий орган, приходило писем. И не могли люди поверить, что вот такое даже возможно. Но 23 февраля люди, которых кормили полуголодные которые сельчане, стояли на постой, были поставлены слово в чеченских на постой, семьях, которых полуголодные чеченцы кормили, поили, обогревали, в один день превращаются во врагов, наводят оружие на женщин, детей и говорят: собирайся, тебе 5 килограмм, все, что можешь взять. Мужчин собирали на площади, чтобы не было, было задействовано все духовенство, которые обещали, что не будет никаких каких-то выступлений, каких-то волнений. Они тоже давали подписку. Имена я не буду называть, мы всех их знаем. И когда пишут, что были какие-то волнения там и так далее, бунты, это неправда, не было. Люди были настолько удивлены тем, что кого они кормили, поили все это время, вдруг стали врагами, и сыновья отправлены. Даже я вспоминаю, мама Даши Акаева показывала фотографию командира 35-го штурмового авиаполка своего сына Даши, показывала письмо, где он пишет: «Мама, Зану, я воюю». Все это было брошено на пол
никто ни о чем не хотел говорить. Все, собирайтесь. И наступило 23 наступило февраля. вот такой черный день в истории нашего А народа. это был, по Этот рассказам день, очевидцев, очень холодный и, кстати, день. очень холодный день, вы правы. Это был очень холодный день, и детишки бегающие, надо было их собрать. Когда на тебя нацелено оружие, собрать и детей, и собрать кое-какую скудную. Ну что мог человек взять с собой 5 килограммов? Что можно взять? И не зная, растерянность, обида, вот все эти чувства и должна была женщина собрать. Тем более, вы извините, русский язык не все знали. Знали там в городе, в Грозном, а в селах не знали. Даже наши участники войны, ну, наши воины, которые были на войне, так скажем, они не все знали русский язык. Приходилось им в процессе того, как они воевали, учиться всем этим приказам, там, стреляй, там, и так далее. Насколько я знаю, я читал, что операция «Чечевица» началась готовиться с осени 1943 года. И первоначально рассматривались такие области, как Новосибирская, Омская, Алтайский и, дай Аллах памяти, Красноярский край. А тут резко изменили на Казахстан и Киргизию. Ваше мнение, почему? Ломали, таких документов нет. Нету? Нет таких документов. Я смотрела, таких документов вообще нет. Может быть, какой-то там около историки писал что-то, но документов нет, подтверждения архивных вообще этому нет. Скорее всего, это домыслы чьи-то, но изначально готовили. Даже документ есть, подписанный в конце 1943 года, я забыла месяц, что нужно подготовить места для спецпереселенцев. Там 50-71 приказ был, даже номер, я помню, тут дефиска 1, но не написано, какие народы, не написано, что чеченцы там и так далее, но подготовить места, но какие места могли быть подготовлены, тем более уже были названы Средняя Азия, Казахстан и Киргизия. Вот мы сегодня здесь и собрались с вами попробовать определить, что вымысел, а что правда. Вот спасибо вам вот такую документов ремарочку. нет, подтверждений. Вы знаете, я даже вот, вы знаете все Бугаева Абдулла Махмудовича. Я даже, это уважаемый наш. Да, наш этот профессор, вот, я ему звонила. Может быть, что-то в архиве не сохранилось, все-таки он более взрослый, он с депортацией и увезен, и привезен домой. Может быть, он что-то больше знает. Он тоже сказал, это неправда, документов нет. Я еще говорю, можно я вами прикроюсь? Он сказал, от моего имени можете говорить. Нет этих документов ни у нас в архиве, и нигде мы их не находили. В чем была причина? Вот такой вопрос у меня к вам. Выселения нашего народа. Читая... Что говорят документы? Читая о Сталине, это была же личность, сильная личность, тиран и так далее, но он был личностью. И вот читая о нем некоторую литературу, я там такую мысль нашла, что не все действия Сталина нужно как-то, ну, причинно-следственную связь искать. Не нужно пытаться догнать, что он и почему он так сделал. Мне кажется, вот это все не имеет под собой почвы. Абсолютно. Потому что мы знаем, что нога фашистов, чтобы нас обвинить в пособничестве фашистам, невозможно. Ну, это полный нонсенс. Это, ну, вообще, даже Авторханов, Абдурахман писал, что... Ну, это вообще самое смешное обвинить, говорит, людей в том, что они пособнички фашистам. Не было здесь фашистов. Не могли мы им помогать. Даже эти несчастные ланги, осман-губы, которые были сюда скинуты. Но у меня, извините, это тоже не чеченцы. Нет, конечно. Саидбей Шамиль, внук О чем я говорю? Шамиля. Это все осман-губы, дагестанец, там еще Алиев был один, Кумык. Это все люди, которые, ну, не чеченского происхождения. Мало того, я вот в документах читала, что осман-губы фабрикованные документы. И они были оставлены специально. Была специальная такая операция, называлась она операция «Пещера», что эти документы типа оставил Хасан Исраилов. И вот в этой пещере находятся документы, где осман-губы целую прям несколько этих петицию оставил, что чеченцы, как им не стыдно, их советская власть так приласкала, они так хорошо жили, что даже мухаджиры в Турции и в Сирии так хорошо не жили. А я заходил в каждый дом, все были согласны мне помогать. Это осман-губы, Саид Нуров,
которого потом повесят, мы знаем, что это его документы. Ага. На территории каждого района Чеченской Республики у нас истребительные отряды, которые... И он пишет, что каждый чеченец готов был предавать свой народ и принять его, и что они все предатели, как они могут. Осман Губы пишет вот такие вещи. Но вот перед нами документ, пожалуйста. Асвад Магомаев, боец истребительного батальона. О чем я говорю. Вот вам доказательства. Которые вели борьбу Эти с этими люди были парашютистами, шпионами, в каждом районе. диверсантами. Ни один диверсант не ушел. И этот же Ланги был пойман, повешен, и этот же Осман Губы был, или Саид Нуров, его фамилия настоящая. У нас в архиве даже есть его удостоверение со своей фотографией. Простые жители задерживали, сдавали в органы сдавали. таких людей. Да и вы понимаете, что да эти околоисторики не могут понять. В селах все друг друга знают. Да и не дай бог, если приземлится этот немец несчастный, все на виду. Невозможно это было, чтобы вот так массово там сотрудничали с немцами. На нашей территории, где наш менталитет не позволил бы сделать так, чтобы вот эти вот бандитские всякие группировки были. Это, как говорится, почему даже Гитлера не сказали его с этим родственниками, не остановили, даже были такие разговоры. На чеченском это красивее звучит. Поэтому для чеченского менталитета это невозможно. Можно ли считать, что недостаточно эта проблема изучена? Мы об этом много говорим, Лумали, говорим много. Но мне кажется, вот даже наше архивное управление, я вот покажу эти две книги, я очень горжусь этими книгами. Вот это мы издали два тома. Это все документы. Это не то, что мы с вами говорим, это документально зафиксированные документы, это ваши работы, изданные это архивным управлением. Это документы, они имеют свой фонд, подтверждение, опись, дело, все. Но мне кажется, еще недостаточно. Вы знаете, еще вот в университете мне очень нравится декан исторического факультета Сапия Цуцулаева. Она вот студентов исторического факультета, она просит их записывать и вот такие маленькие видеоролики создавать, пока еще живы те, кто прошел это все. Репрессиям подвергнуто 14 народов полностью и 46 народов частично. Русин пишет, Василий Иванович, человек, который в обкоме партии был, который очень много для чеченцев сделал. Вот он пишет, что Яковлев сказал, руководитель говорит, что зря этих чеченцев опять вернули домой. Не надо было их делать. Все делалось для того, чтобы недовольство проявилось, чтобы вот всякие столкновения были. Ведь если мы с вами уже говорили как-то, если наши бабушки, свои же дома, это Русин тоже отмечал, почему чеченцы выкупают свои дома за свои же деньги, за две цены. Выкупали деньги. Моя бабушка в Бамуте свой дом выкупала. Мало того, она просила, покажи мне, да, я зайду, я так скучала по своему. После 1957 57-го. Да, я посмотрю, я в окошко вижу мой комод. Вот таких собак это нас нагоняли. Но то, что насчет сотрудничества, да, насчет предательства, это белого выдумки, коня мы уже определили. Сняли, и не только мы, историки, определили, что это все выдумки той власти, скажем так. Историки стремятся к восстановлению исторической правды, однако существуют силы, которые не хотят этого. Опять же вопрос, почему? Вот Музаев писал, статья была «Айсберги лжи», потому что Пыхалов написал такую статью «Кавказские орлы Третьего рейха». И он там доказывает, что этот Осман Губы здесь везде находил, приют, прям его приголубили, что этот Ланги был здесь как король. Но это все неправда. Но ни одного же факта нет, что именно чеченец был. Но подтвердить фактом не могут. Мало того, они еще придумали, что здесь восстания какие-то, которых не было. Не было ни одного документального. В той же пещере у Хасана Исраилова были найдены документы, переписка тех, к сожалению, и у нас были люди, бывшие у власти, например, Султан Албагачиев. Я называю это имя, потому что у нас в документах написано, что он вел переписку с Хасаном Исраиловым, но они так хотели его оттуда выкурить, так скажем, с этой пещеры типа. И вот они ведут переписку. А ведь эти документы остались, они же отложились
что Албагачиев говорит, ты там с турками, ты там напиши письмо туркам, я его передам. Эти документы в НКВД отложились. И те, кто не знает, что это игра такая, так скажем, да, они же будут думать, что это, чеченцы и ингуши все равно, оказывается, предатели. Поэтому, как мы уже с вами говорили, документы тоже нужно внимательно читать. Ведь документы рядом лежат, такие документы, в кавычках которые, игра чекистов или НКВДшников, кого-то там, да, а рядом лежат, с ними же лежат документы, которые говорят о том, что села бомбили. Русин пишет, «Достоинство города», книга есть Василия Ивановича Русин. Он пишет, что он приехал в село, которое типа там в Шатое, это 41 год, типа было восстание. Он говорит, я приезжаю в это село, а там, говорит, лежат дети, женщины. Я это сама читала. Восстание. Что типа восстание. Восстание. Все это надумано, потому что у нас документы лежат, где, например, написано у Русина, что да, 20 человек недовольны советской властью, недовольны тем, что у них забирают, началась война. А сколько недовольно было по остальным регионам? Конечно. Нашей страны, тогдашней Советского Союза. Конечно. И сколько было так называемых мятежей. Это тоже пишется, и об этом тоже говорится, но к ним как такового значения не придается, Вот как чеченскому почему-то именно народу. к нам цепляются. Да? Восстание Краснова, Семенова, этих атаманов, дивизии казацкие. Почему? Даже хотят Краснову в Краснодаре поставить памятник, я слышала. Пожалуйста, но мы же не говорим об этом. Да не трогайте вы нас, оставьте покой. Все время трогают чеченцев. Этого белого коня, слава богу, сняли. И воевали. То, что у нас воевали, во всех частях военных, в любой, даже наводчики «Катюш» у нас есть, оказывается. Кантаев, мы нашли его личное дело, я вам показывала его, Лаумалей. Везде у нас были. И Брестская крепость, столько писем, у нас письма Ашаева есть. У нас сыны полков были чеченцы. 4 мы только нашли. У нас женщины-воины были. У нас все было, все были. Асия Тутаева замучена. Но об этом почему-то мало говорится. Обязательно всем историкам, каким историкам, вот, нужно подчеркнуть вот это. Около историков. Около историков. О Зое Космодемьянском говорим, о том, что Асият Тутаеву, капитана медицинской службы, замучили в Мелитополе немцы. Мы не говорим об этом. Поэтому и в Берлине мы были. Дяди моей мамы, Медов Акберт, до Берлина дошел. В Берлине были, во Франции работал, были, в Италии были. Везде. Итальянское сопротивление, французское сопротивление. Пофамильно мы можем называть. И ваша книга памяти об этом говорит. Я уже говорила, что мы уже над 5-й книгой работаем. Уже сколько вы определили участников и подтвердили, что это действительно участники Великой Отечественной войны? Сколько уже? У нас 35 тысяч. Пока только. Вот на 5-й том мы уже более 200 набрали, 36 фотографий нам принесли. И, слава богу, вот эти вот золотой фонд, как я всегда говорю, вот эти наши дела спецпереселенцев, отсюда мы буквально сегодня нашли еще одного, который был рядовой СМЕРШа, вот ингуш. Вот здесь, в этих делах, кстати, этот человек тоже воевал. У вас действительно по факту есть вот такие эти документы. Дела, вот вверху, видите, написано, совершенно секретно. Эти дела проходили проверку. Эти дела рассекречены. Этот человек воевавший, он старшина. Он в составе 4-го кавалерийского кубанского корпуса Кириченко, который мы уже говорили, писал всегда, дайте мне этих чеченцев, лучших разведчиков нет. Им, говорят, только ставишь задачу, а как ее выполнить, они сами решают. Вот это и есть правда. Вот то, что у вас на руках, конечно, это и есть правда. Это наш золотой фонд. А все то, что пишут, это вымысел. Вот вы знаете, вот тут еще мне одна в конце бумага, где написано, что возвращаясь домой, я не претендую все, что у меня забрали. Вот эта бумага, потом можно будет показать. Я не претендую на свое все, что... А ведь чеченцы оставляли скот, хаты, там, сакли, что там называлось. Он не имеет права забирать. Видите, как они подстраховались все, что в 1948 году, когда уже письма Авторханова, Гугаева пошли в ООН, ужесточили, что за побег с места поселения, здесь тоже эти бумажки, 25 лет каторги. Вы представляете? За 7 колосков, что там дети собрали с поля, 7 лет, 6 лет, 5 лет. Эти года как будто 1-2 дня легко давались. К сожалению, время заканчивается. Это, я думаю, тема нашей следующей программы. Как жили чеченцы в Киргизии, в Казахстане. Мы об этом с вами
поговорим в следующей нашей программе. И мой последний вопрос. К сожалению, к моему большому время заканчивается нашего эфира. Что должна знать наша нынешняя молодежь вот об этом? Мне кажется, в первую очередь, вот очень хорошо то, что студенты делают вот эти вот видеоролики, где они в памяти это все останется, потому что архивные документы, мы с вами вернемся, хранят различные документы. Документы НКВД СМЕРШа и документы или воспоминания тех людей, которые говорят, что не было санобработки, не было горячей. Я вот еще тоже документы принесла, где здесь пишут, что санобработка проводилась, 38 тонн мыла. Вы верите, Ломали? Что горячую еду давали на каждой остановке. Мы с вами понимаем. А молодежь, она вдруг она не будет знать? Если бы тема была не такой, я бы рассмеялся. Вот поэтому вот эти документы, они должны знать, что вот, уметь разбираться в архивных документах, поэтому... Уметь с ними работать. Обязательно. И даже сегодня, когда там хлеб где-то остается, моя мама и сегодня говорит, не выкидывай хлеб. Я росла с постоянным чувством голода. И сегодня больно, верите? Я помню, как мои старики, мои родители, мой дед, вот как вы сказали, я помню, как они крошки собирали со стола и ели. Больно. Все И сегодня наши старики, больно. они всегда к хлебу относились свято. Да. Вот спасибо вам. Спасибо вам за вашу работу, вот за эти материалы, за эти документы, за ту работу, которую вы делаете. Большое, огромное, человеческое вам спасибо. И большая просьба, продолжайте эту работу. Да. Большая Мы к вам продолжаем. просьба. Это наша боль, вы Я знаете. понимаю, трудно это, сложно это, находить, доказывать, говорить, искать, но не бросайте эту Мы работу. будем искать, а вы будете публиковать. Да, Мола, договорились. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И начальник отдела научных публикаций архивного управления правительства Чеченской Республики Раиса Батаева. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.